Вот так часто бывает, разобраться в причинах затянувшихся приграничных и межэтнических проблемах очень сложно. За долгие годы там копится столько проблем. Они путаются в такой сложный узел, что найти концы и развязать его практически невозможно. Вот есть внутри Кыргызстана узбекский анклав. А внутри этого анклава, в свою очередь, есть кыргызское село Бөжөй, отрезанное от большой земли. Такая невеселая, злая матрешка. Это жители села Бөжөй. Границу закрыли, и кыргызское село оказалось изолированным от мира. Находится оно среди гор, а единственная дорога, связывающая Бөжөй с большой землей Кыргызстаном, проходит через узбекский анклав. Они всю ночь по горам 15 километров пешком сюда добирались. Мы их в Айдаркене встретили и привезли сюда. Забытые властями люди пришли в областную администрацию уже не просить помощи, а требовать. И требовали они отнюдь не открытия границ. Нам не нужна милиция, врачей и ГУМ помощи не надо. Постройте нам дорогу в обход анклава, чтобы мы не зависели от них. Мы себя чувствуем блокадниками. Мы этот вопрос обязательно доведем до сведения премьер-министра. И все вместе решим. На этот раз обещаниям властей люди отказались верить. Слишком много раз они их слышали. Жители выдвинули ультиматум. Пока не начнете дорогу строить, мы не уйдем отсюда. Даже если придется ждать 10-20 дней, то мы будем жить в администрации. Мы уже натерпелись. Нам от вас, кроме транспорта, ничего не нужно. И не вешайте нам лапшу. Пожалуйста, мы пришли за результатом. Выделите нам один бульдозер. Солярку мы сами зальем. Мы собрали тут деньги, сами сможем финансировать строительство. Сейчас один бульдозер вам срочно найдем. В этом вся проблема, да? Аксакал говорил, что солярку зальете сами. Не откладывая, прямо здесь же начертили проект будущей дороги. Самат принимает заказ от брата по телефону. Тот остался за границей в селе Бөжөй. На другом конце связи просят привезти все самое необходимое. В село продукты хочу взять, чтобы голодные не остались. Еще до приграничного конфликта он отвез детей в Бөжөй на каникулы. Теперь не может привезти их обратно в город. Учеба уже началась, но граница под замком. Дальше тупик, что ли? Да, обрыв, надо идти пешком. Самат решил пойти другим путем, в обход анклава Сох, по бездорожью и горным тропам. Именно по этому маршруту жители предлагают проложить автомобильную дорогу в Бөжөй. Эти бугорки не считаются. Село вон за той высокой горой. Дороги нет. Можно только на лошадях или на ишаках. Но сейчас скользко, на лошадях небезопасно. Пешком идти 15 километров. К обеду должны добраться. Сколько еще идти? Ну, я вышел где-то в 9 часов. Без перекура иду. Отсюда вам где-то еще 3-3,5 часа. Не успели мы дойти до самой высокой горы, как за горизонтом показались дети Самата в сопровождении брата. Блокада прорвана, встреча состоялась. Ой, молодец. Дети целы, брат радуется продуктам. Они в условиях блокады на вес золота. И тут же пересказывает последние забугорные новости. Солдаты с центра отправили к нам. Теперь решаем, где бы их разместить и кто будет кормить. Для самих жителей Бөжөя эта дорога давно протоптана. Переход через горы – единственная связь со всей страной. У нас в 2 года один раз или каждый год по разным причинам закрываются границы. А лежать и ждать, когда они откроются, мы не можем. Зеби работает фельдшером в селе. На этот раз она покоряет гору, чтобы доставить односельчанам необходимые лекарства. Открытие границ некоторые больные могут не дождаться, говорит женщина. Пешком до места назначения мы дошли через 4 часа. Бөжөй оказалась селом, в котором живут около 160 семей.
Изолированные от всего мира, жители ждали нас у подножия горы. Собравшимся уж очень хотелось рассказать о своих проблемах. Наболело. Как только начались события в Чербаке, дорогу закрыли. Не можем ни выехать отсюда, ни заехать сюда. У нас есть больные люди. Все дома лежат. Лично у меня у самой давление вчера подскочило. Даже одну таблетку купить не могу. Негде. У нас здесь и сотовая связь не ловит, и каналы не показывают кыргызские. Мы вообще не знаем, что в стране происходит. Очень просим дорогу нам проложить, чтобы мы независимо от соседей жили. Нам нужна только четкая граница и дорога своя. Больше ничего не надо. Именно здесь заканчивается село Бюджой. Условной границей является забор этого дома. Дом относится к кыргызской стороне, а соседний – к узбекской. Дальше этого места ход кыргызам воспрещен. Тургунай Апа живет на этом месте всю свою жизнь. К старости оказалась на самой пограничной линии. С соседями у нее хорошие отношения. Но выходить за калитку она лишний раз не рискует. У меня 2 внука. Сейчас очень опасно. Я их на улицу не пускаю. Вдруг пересекут границу. Пересекать условную границу не решаются и местные власти. Мы не можем пройти туда. Видите же, там их пограничники стоят, тут наши. Если мы туда пойдем, их солдаты прибегут. Если они сюда направятся, наши побегут. И опять может конфликт вспыхнуть. Ситуация взрывоопасная. Взрывоопасная ситуация и у фельдшера Зеби. Ее утомительный поход в горы не смог обеспечить всех нуждающихся лекарствами. Вот это лекарство тромбоаз закончилось у меня. Некого даже в город послать, а давление все скачет. Женщина молится, чтобы не было осложнений или тяжелых болезней. Она закончила только медучилище, лечить серьезные недуги ей не под силу. Благо, в ближайшие дни никто не рожает. А вот в следующем месяце несколько таких. Я не принимала роды, но если надо будет, попытаемся, конечно. А вот если обратятся с аппендицитом, я даже не знаю, что делать. Обещанную технику жителям села Бюджой власти нашли уже к вечеру. Этот трактор должен начать строительные работы. Строительство решили проводить методом Ашара. То есть привлечены будут все, кто согласен работать бесплатно. Проект дороги утвердят по ходу работы. Поэтому назвать точные сроки завершения дороги Бюджой-Сугот-Бель никто не может. Но люди рады, что дело сдвинулось с мертвой точки.